12 июля стало известно, что наш коллега, тележурналист ГТРК «Саха» Дмитрий Макаров, удостоился большой федеральной награды – медали ордена второй степени за заслуги перед Отечеством, за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Мы искренне рады за коллегу и подумали, что это прекрасный повод встретиться с Димой на нашей крыше и поговорить с ним о жизни и о нашей профессии. Дим, привет. Привет. Поздравляю с заслуженной наградой, но, я так понимаю, ты ее еще и не видел физически. Спасибо, Ира. Да, действительно. Но вот вышел указ за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина, но саму награду еще не получил. Вот жду, когда все-таки она дойдет до меня. Ну, это ты нагуглил, как она выглядит? Конечно, я гуглил, что это вообще за награда такая. Это медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. То есть это медаль такая вот небольшая, красивая. Очень надеюсь, что как-то в будущем она перерастет и в сам орден. Но вот когда ты получил это известие, было много слов поддержки от близких наверняка, да? Были и негативные комментарии в соцсетях. Вот что ты вообще Ну, всякое почувствовал? было. Это неожиданность была для тебя? Вообще, конечно, да. Я помню, что это был такой день. Я утром проснулся, встал, у меня была по плану домашняя уборка, я занимался вообще отвлеченными делами, и приходит сообщение «Поздравляю». Это было сообщение из администрации главы. Поздравляю, такой думаю, с чем? Открываю WhatsApp, и там вот полностью весь, указ, и я прям удивился. Естественно, посыпались сообщения сразу же, прям очень-очень много. Как снежный ком, она нарастала. Было, конечно, немножко не по себе даже, может быть, в какой-то момент. Но узнал много нового, и хорошего, и, может быть, и не очень хорошего. Сколько людей, столько и мнений. Всякое писали. Как коллеги отреагировали? Очень хорошо. 10 лет в профессии это такой немалый срок, тем более для журналиста. Никогда не приходила мысль заняться чем-то еще? Или ты вот четко чувствуешь, что ты прям на месте? Честно, действительно, 10 лет, как раз в эти дни, 10 лет, как я приехал в Якутск, и как устроился на ГТРК. На самом деле мыслей, наверное, таких не было, потому что вроде бы кажется, что 10 лет это много, но на самом деле журналистика сама по себе профессия такая, в которой можно развиваться без конца. Наверное, как и многие другие профессии. Поэтому то, что кажется, что вроде долго, на самом деле, я думаю, что в принципе я еще в начале какого-то своего пути, потому что мне кажется, что самый какой-то главный, может быть, самый важный свой сюжет я еще не снял. А не бывает мысли, что в какой-то момент ты начинаешь ходить по кругу? Особенно, знаешь, в небольших городах, как наш, да, если честно говоря, в какой-то момент, если ты работаешь в журналистике в одной и той же редакции, у тебя начинают повторяться герои, сюжеты. Круговорот, да, он действительно есть. Бывает такое ощущение порой. Особенно, наверное, это чувствуется перед отпуском, когда устаешь и думаешь, вроде все повторяется, все одно и то же, но на самом-то деле не совсем так. Конечно, есть сезонные темы. Сейчас лесные пожары, весной паводки, зимой холода. Это действительно повторяющиеся. Но мы живем в уникальном регионе, на самом деле. Республика Саха-Якутия – это такой динамичный развивающийся регион, и поэтому здесь постоянно что-то происходит. Постоянно, причем такое, чего не было в том году. То есть, если вспомнить даже по крупным событиям, запуск «Силы Сибири», запуск пассажирского движения. И это все новые люди, новые лица, новые судьбы. И поэтому в целом, если смотреть высоты, скажем так, прожитых 10 лет, то на самом деле нет. Жизнь весьма разнообразна. А как, по-твоему, чем хороший журналист отличается от плохого? Любопытство. Все-таки журналист должен быть любопытным. Ты знаешь, что ты сейчас цитируешь Ясена Николаевича Засурского? Царство небесное. К сожалению, лично не знаком, но недавно с прискорбием прочитал, конечно, эту весть, не знал. Он нам постоянно повторял, что журналист должен быть любопытным, это раз, и недоверчивым, это два. Согласен, абсолютно. Потому что доверять слепо чьим-то словам, конечно, нельзя. А любопытство, в первую очередь, я просто видел много людей, которые приходили и уходили, которые не задерживались в профессии. Были среди них такие, которые приходили на работу ради того, чтобы просто прийти, отработать и уйти. Но на самом же деле это же очень интересная работа. Ира, ты сама знаешь, когда
вникаешь в какую-то тему, будь то какая-нибудь социальная тема, и переживаешь за вот этих героев, которые живут в каких-то там тяжелых условиях, или когда едешь на какой-нибудь участок, допустим, по добыче золота, как они добывают вот, в морозы, вот, судьбы людей, это очень интересно. Я вот на самом деле как бы стараешься каждый раз вот, пережить судьбу вот этих людей, которых снимаешь, и это захватывает на самом деле. Высокие показатели – результат слаженной работы всех подразделений старейшего золотодобывающего предприятия Якутии. В каждом ковше экскаватора 10 кубометров драгоценной руды. Нескольких взмахов хватает, чтобы заполнить кузов 90-тонного самосвала. Все рабочие процессы на карьерах отлажены как хороший часовой механизм. Едва загружается один самосвал, на подходе уже следующий. А какой твой любимый жанр? Новость. Я же все-таки новостник. Это вот то, чем я занимаюсь непосредственно 10 лет. Я пишу сюжеты, снимаю сюжеты. А есть у тебя какие-то, ну, любимые темы и нелюбимые темы? Я вот, допустим, я очень люблю промышленность. И все, что с ней связано. Дороги, добыча золота, алмазов. Вот это вот прямо вот. Ну, это вот не ленинградский, наверное, парень в тебе говорит. Наверное, да, потому что все-таки у нас такой моногородок, который полностью зависит от промышленного предприятия, от угля. Я думаю, да. И, ну, вот, допустим, я очень люблю железную дорогу. Очень мне нравится ездить, очень нравится смотреть, как ее прокладывают, как они какие-то новые достижения там, запускают, опять же, движения, там, станции какие-то открывают. Ну, я после несколько лет прямо следил за станцией Нижний Бестях, когда вот были проблемы. И поэтому для меня такая животрепещущая тема. Такие работы сейчас ведутся на всем протяжении якутских железных дорог. После зимы пути дают осадку, и их нужно выравнивать, причем без остановки движения поездов. Перегон Нерюнгри-Грузовая Денисовская – один из самых оживленных. Здесь ходят как пассажирские, так и грузовые поезда. Этот участок называют воротами в Якутию. Если есть промышленность и какая-то другая тема, то, конечно, как бы я сделаю приоритет в пользу этого. Большие машины, там можно спуститься под землю. Надеть каску. Да, вот прям такое. Вот промышленность. А из нелюбимых особо-то и нету. Скажем, что вот... Нет, ну вот тоже, куда ты предпочтешь не сам поехать, а лучше кого-нибудь отправить. Да нет, я, в принципе, куда скажут, туда поеду. То есть здесь вообще нет такого, я стараюсь, не выбираешь. А так, куда угодно, хоть на сенокос, хоть в коровник, хоть в тонущую квартиру. С любопытством все понятно. А вот про недоверчивость. Факт-чекинг вообще это важная часть? Конечно, тем более вот сейчас, в наше время, когда очень бурно развиваются технологии, очень много информации недостоверной, откровенно лживой, потому что в WhatsApp распространяется очень много фейков. И если брать последнюю тему, то это вакцинация. Да? Очень много такой информации, которая вот... И люди верят. Вот это самое обидное, и поэтому мы, как журналисты, должны все это проверять, должны все сопоставлять, и только после этого нести какую-то информацию людям. Недоверие в хорошем его понимании, скажем вот так. Ну смотри, журналистика наверняка стала большой частью твоей жизни, а ты разделяешь вот как-то профессиональное и личное? Или у тебя и друзья из этой же сферы, и бывает так, что ты там приехал интервью у человека брать, или там в командировку вместе поехали, потом подружились? Всякое бывает. Ну, не скажу, что у меня друзья только из новостной сферы. Мой самый близкий друг Володя Ермаков, мой начальник. Вот он наш шеф-редактор, я заместитель начальника службы ТВ. Это мой самый близкий друг. Слушай, а каково это дружить с начальником вообще? В целом, на равных, скажу. Потому что все-таки и я его друг, и он мой друг, и поэтому здесь нет. А вот кто побежит за сюжетом, это, естественно, я. Конечно, у меня друзья еще с той поры, когда я жил в Нерюнгри, то есть они вообще в этой сфере не заняты, и мы до сих пор общаемся, дружим, поэтому. А бывает такое, что был случай, мы как-то на корабле были в море Лаптевых и попали в шторм на ледоколе. И там была замечательный повар Анастасия Григорьевна, она сейчас живет в Джатае. И мы очень хорошо так заобщались, очень подружились, беседовали очень много. И до сих пор, понятно, что не видимся постоянно, но тем не менее мы поздравляемся. Я очень рад, что
как бы, такой человек, она очень светлый человек, и она есть в моей жизни. Ну вот ты сам заговорил о Нерингре, где ты родился и вырос. То расскажи немножко про свою семью, чем вообще чем этот город отличается. Ну, вообще, как бы в Нерингре у меня семья, мои родители переехали в 1984 году. Тогда железную дорогу прокладывали. У меня дядя по отцовской линии работал на БАМе. И вот он, собственно, и позвал отца, потому что они родом с Намского района. Приезжай, тут движуха, тут прямо вот стройка комсомольская идет. Ну и, в общем, родители поехали, и там появился на свет я. В ранние годы в Нерингре они были, конечно, великолепные. Да не, вообще все было в Нерингре великолепно, но ранние годы вот чем запомнились? Тем, что прямо как грибы росли дома. Они прям росли на моих глазах, и вот целые кварталы строились. Город, он все-таки, самый молодой город в Якутии. Он очень красивый, он очень замечательный, вся инфраструктура. Честно, вот я уже 10 лет в Якутске живу, но все равно любимый город для меня Неринг. Вот. Семья у нас самая обычная. У меня отец автослесарь, мама педагог начальных классов. К слову говоря, я первые 3 класса как раз учился у мамы. Так получилось, что мне было 6 лет, в школу только на следующий год, и отдавать меня в садик уже как бы вроде поздно. И мама воспользовалась своим служебным положением? Нет, она пыталась пристроить меня в другой класс, но никто не хотел брать, потому что все-таки на год младше, это дополнительная, видимо, ответственность была. И мама решила, ладно, возьму к тебе в класс. Собственно, вот так я и пошел. Но это... Слушай, на год всех младше, еще и сын учительницы. Тебя гнобили, наверное, в классе? На самом деле нет. У нас, и времена были, наверное, такие. Или в Неринге добрые школьники? Это начало 90-х, начальная школа вообще была замечательна. И учился хорошо, потому что я не мог не сделать домашнее задание, не мог прогулять. Но это на самом деле потом как бы в итоге сказалось в целом на восприятии школы и на моем образовательном процессе, я думаю, в положительную сторону. Потому что действительно, когда вот уже среднее звено, когда начинается вот это вот молодежное гуляние, вот эти все прогулы, у меня такого не было. И я не знаю, что это такое. Мы как раз недавно с одноклассниками переписывались. С момента окончания школы прошло уже 20 лет. И очень многие разъехались, кто где. И они вспоминают: Дима, так ты же, говорит, никогда не прогуливал. У тебя же мама, говорит, учительница. Расскажи теперь байку, как ты попал на ТВ. У каждого тележурналиста должна быть такая байка. Вообще, на самом это деле... было абсолютно случайно. Нет, это было действительно... Телевидением я начал заниматься в Нерингре. Когда Олег Желнин, наш общий знакомый, как-то я к нему попал. Вообще случайно, потому что я как раз ушел с работы в торговле и искал себя вообще в какой-то новой стезе. А поскольку я очень много, еще по школе занимался в театральной студии, и как-то меня, видимо, где-то тянуло, где-то что-то. Дай попробую. Но как бы там шибко у нас не получилось. Студия, в принципе, она была такая небольшая. Моя коллега как раз у Олега Желнина работала, и она потом создала свою небольшую телекомпанию частную в Нерингре. И я смотрю объявление. Телефон, знакомый. Звоню, говорю: Надежда, привет. Привет. Я говорю: по блату на ТВ попал. Практически, да. Нет, она сказала: приходи, давай попробуем. И я пришел и поначалу занимался молодежными передачами. Это есть, кстати, у многих выпускников и студентов журфака, когда они думают, что попаду на телевидение, буду в светские тусовки всякие входить, снимать какие-то концерты. У меня как раз с этого-то и началось. Я снимал мероприятия какие-то. Но, честно, конечно, это слабо можно назвать журналистикой. Это было больше как хобби, за которое мне еще и деньги платили. А у нас компания обанкротилась, так получилось, и я приехал в Якутск. Что такое настоящая журналистика, я узнал уже здесь. За пару месяцев до этого я познакомился с Володей Ермаковым, он приезжал к нам в командировку, и мы по работе контактировали. Я пришел: Владимир, слушай, я, в принципе, могу выйти на работу, если у вас есть какая-то вакансия. Он меня познакомил с главным редактором, с Ириной Ивановной Гоголевой, и он сказал: как раз, говорит, есть место, если хочешь, то попытайся. И я на следующий день вышел на работу, и стены ГТРК для меня теперь родные. Слушай, ты причем верен так своему коллективу, потому что я знаю историю, как тебя пытались схантить в федеральное агентство. Телевидение ближе мне. Я сейчас просто чувствую, что я часть очень большой команды.
Это все-таки холдинг ВГТРК сам по себе, это же огромный холдинг, вообще, ну, равных которому нет в мире. То есть это филиалы во всех регионах. И если поначалу, первые 2 года, я в принципе этого не понимал. Я когда, ну, только вникал в журналистику, в правила, и мне было, наверное, не до этого. Но потом, когда вот я начал уже какие-то материалы давать На федеральный уровень, да, Мгм. то я начал понимать вообще, что это за машина и насколько это вот такое большое дело, и насколько вот дружный коллектив. Меня очень все устраивает, поэтому, если честно, уходить вот даже пока никуда не хочется. Мгм. А представь, что тебе дают прайм-тайм на там, самом популярном канале мира, BBC, например, да, и обещают перевести твой сюжет на все языки мира. Вот про что бы это был сюжет? Один такой, кстати, был в моем жизненном опыте. Это был 2012 год. Я все еще зеленый, молодой. И помнишь, была история про якутского хатика? Да, В общем, мы сняли этот репортаж. Сняли, зимой. да, минус 54. В общем, все по нашим якутским традициям. Больше недели люди в Якутске, живущие в районе аэропорта, наблюдали за трогательной историей. Верный пес стережет уже замерзшее тело собаки. Пес, которого местные жители прозвали якутским хатика, принадлежал пожилому сторожу. Собаки росли вместе, потом вдвоем охраняли гаражи. Недавно стало известно, что пса хочет приютить жительница Германии. Но директор фонда помощи животным Алла Комаренко опасается, что собака может не выдержать длительного перелета и расставания с родиной. Слишком уж велик риск того, что история может закончиться еще трагичнее. Ну а наш преданный якутский хатика до сих пор не покидает те места, где он навсегда потерял свою подругу. И эта новость так разлетелась по всем информагентствам, что я помню, нам звонили даже из Испании, по-моему, да, и просили перевести, то есть сделать сюжет на испанском языке. Я говорю, я не знаю испанский язык, ребята, ну вы что? Нас звонили, ну, через шеф-редактора. К нам обращались агентства из Японии, ну, у них же все-таки хатика. Вот. Они к нам обращались тоже, сделайте материал. Ну, могу только видео отправить, могу предоставить. Но это был такой вот, наверное, кстати, переломный момент вообще в моем осознании журналистики, когда ты работаешь вот в своем мирке, вот небольшой город Якутск, вроде как бы вот он есть, и ты думаешь, что в принципе больше всего никому это не интересно. А на самом деле, вот, я тогда именно это понял, что то, что происходит здесь, может быть интересно вообще всему миру. И вот как-то вот тогда немножко сознание, наверное, у меня переключилось. Вот. А если бы мне предложили, вот как бы если возвращаясь к теме вопроса, Да, выбрать тему самому. Не знаю, ну, в любом случае, я бы, наверное, хотел, чтобы это было связано в первую очередь с Якутией. И желательно что-то такое позитивное. Вот в последнее время очень тяготею к позитивным новостям, потому что, ну, поначалу было как-то иногда хочется вроде каких-то происшествий, вроде чего-то. Сейчас больше хочется показывать труд людей, как бы достижения людей, и что вот на самом деле мы растем и развиваемся. Ты патриот? Да. Я считаю себя патриотом. Ну, патриотом и малой родины Неринга. Я безумно люблю этот город. И Якутии в целом, и России. Ну, я не скажу, что патриотом планеты являюсь. на Марс не собираюсь. Но как бы и из России уезжать тоже никуда. Россия — наше все. В журналистике советской была одна из задач пропаганда. В 90-х там поменялось все. Журналистика почувствовала себя четвертой властью, да, и говорили, что наоборот, самое главное — это критиковать власть, быть независимым там, и так далее. Вот ты как считаешь? Пропаганда, конечно, она должна быть. Потому что, ну, все-таки государственные СМИ, они должны нести именно какую-то такую объединяющую функцию. Я как представитель, как работник, точнее, не представитель, как работник холдинга ВГТРК, понимаю, что мы все-таки объединяем всю страну. Вот это одна из наших важных миссий. И нельзя допустить того, чтобы были какие-то провалы, потому что, ну, мы все прекрасно знаем исторически, к чему может привести кажущееся невнимание к одному из регионов. Вот, когда кому-то кажется, что меньше внимания уделяется, естественно, ну, регион начинает себя чувствовать не очень хорошо. И вот это мы должны как бы доносить до людей, что мы единая страна, мы одно целое. Конечно, в этом плане, вот, скажем, такая пропаганда должна быть. Вот.
А насчет того, что, критиковать, если есть за что критиковать, то почему нет? Потому что страна действительно большая, и как бы за всем не уследишь, и где-то что-то происходит, и нужно об этом говорить, и порой напоминать людям на местах о том, что так не должно быть, а должно быть вот так. И это тоже как бы одна из, наверное, функций вообще как бы средств массовой информации. Но вот если говорить о романтике независимой журналистики, вот она имеет место быть? И вообще можно ли оставаться независимым, работая на государственном канале, грубо говоря? Если мы государственные СМИ, мы получаем как бы финансирование от государства. Естественно, как бы мы работаем на него. Если какое-то независимое СМИ спонсируется кем-то другим, то оно, естественно, зависит от этого человека. Поэтому я слабо представляю абсолютно такое, что по-настоящему было независимое СМИ. Честно, сложно представить, потому что все равно, откуда деньги берешь? От рекламы. Да. Но у нас, по крайней мере, в республике, не знаю таких крупных рекламодателей, которые могли бы. Не совсем понятно порой, откуда берутся деньги, поэтому вот были случаи, когда были некоторые издания признаны иноагентами, да, вот в целом. Вот к этому ты как относишься? Скажем, к форме, наверное, может быть, я в чем-то и не согласен, но с другой стороны, если вы ведь получаете деньги из-за рубежа, то, извините, вы иноагент. Закон действительно для всех, и поэтому здесь, мне кажется, в принципе, все правомерно. Хотя, не знаю, насколько я могу соглашаться, могу нет. Где ты ищешь темы для сюжетов? Отовсюду. Вот вообще всякое бывает. И бывает, люди звонят сами, пишут. Бывает, просто идешь по улице и видишь, какой-нибудь случай происходит. Или просто вот там уже перекошенный. Думаешь, так, надо зайти посмотреть, спросить у людей, как они живут, может быть, действительно какие-то проблемы. Потом, в редакцию обращаются, в личку пишут, тоже бывает такое. Очень много, конечно, сейчас, скажем, спасибо вот всем социальным сетям, мессенджерам, изобретателям их, потому что очень много прилетает, распространяется информация, начинаешь проверять и раскручивать темы. Стало легче, да, с появлением Да, соцсетей? вот в этом плане, конечно, стало легче. И поэтому вот социальные сети и мессенджеры — это палка о двух концах. С одной стороны, информация распространяется быстрее, она становится доступнее, но с другой стороны, как мы уже говорили, все-таки очень много фейков. Вот эти дискуссии о том, что блогеры заменят собой журналистов. Нет, блогеры не заменят собой журналистов, потому что, мне кажется, все-таки подходы разные. Возьмем, допустим, YouTube. Большинство блогеров, которые вот они ведут, они, конечно, что-то рассказывают, но это не совсем журналистика. Журналистика, если брать, опять же, крупные каналы, вот я смотрю канал Юрия Дудя, я смотрю Алексея Пивоварова, это журналистика. Вот это журналистика. Но опять же, тот же Пивоваров, он выходец из ТВ. А Юрий Дудь, он журналист, он спортивный журналист, но он тоже как бы работал на ТВ. И телевидение все равно, это сейчас базис журналистики, вот именно такой. И поэтому То есть самые популярные блогеры — это все равно профессионалы журналисты? Если мы говорим о журналистике, потому что если развлекательный блогинг, то там, в принципе, конечно, каждый волен делать все, что ему угодно, но, опять же, это не журналистика. Вот все говорят, телевидение против интернета, кто победит. Телевидение просто, нынешнее телевидение, я думаю, что найдет формат, потому что все-таки там сидят далеко не глупые люди, и они все-таки найдут вот этот формат интеграции с интернетом. Но те основы журналистики, мне кажется, все-таки они у нас на телевидении. А были у тебя какие-то провальные материалы? Которые прям совсем включаешь телевизор, и не нравится тебе? Я себя по телевизору практически не смотришь? смотрю, да, потому что сюжет вижу несколько раз, пока его смонтируешь. Но вообще я придерживаюсь как бы такой фразы, истины, которую я однажды услышал, что хороший журналист иногда делает хороший сюжет. И поэтому я очень довольно критично отношусь к своим материалам, поскольку производство новостей — это же, по сути, как бы конвейер, это завод. Да, и это постоянно. Есть, конечно, какие-то стандарты, но при всем при этом
в отличие от, допустим, того же завода по производству автомобилей, у нас есть какая-то творческая составляющая. И вот с творческой, конечно, точки зрения всегда имеешь какое-то недовольство собой, что можно было вот потом вот так вот сказать, или, может быть, вот этот кадр нужно было вот так снять. Вот, поэтому, откровенно, как бы такие недоработанные темы, бывают, тут спору нет, как бы просто вот сейчас, честно, даже не вспомню. Но помню, что были, и немало. Еще журналисты делятся на тех, которые считают, что пресс-секретари и пресс-служба – это их лучшие друзья, и те, которые считают, что это, наоборот, враг. И нужно сделать новость, сделать сюжет в обход официальной пресс-службы. Не знаю. Я вообще как бы стараюсь дружить со всеми. Конечно, не всегда получается. Но, по крайней мере, с пресс-службами каких-то вот основных все равно стараешься как-то общаться, как-то понять, потому что, даже по канонам журналистики, ты же, когда происходит какое-то событие, ты же все равно должен осветить со всех сторон. Хотя бы даже с этой точки зрения всегда стараешься найти подход, пообщаться с людьми. Если уж совсем на контакт не идут, тогда приходится делать в обход. Но мне кажется, что при грамотном взаимодействии журналисты и пресс-службы получается хороший материал. Причем, вполне взвешенный. Просто, опять же, если пресс-секретарь понимает ситуацию, понимает, как нужно это отработать, в принципе, я думаю, что мы по одну сторону баррикад. Но ведь мы, журналисты, не только информацию передаем, производим, но и потребляем тоже сами. Новости ты какие читаешь? Сейчас больше информагентства. Интерфакс, ТАСС в обязательном порядке, в любом случае, потому что там какая картина дня вырисовывается. Из якутских, News ЕКТ, да, они очень молодцы ребята. ЕСЯ, естественно, все-таки главный информационный портал. По телевизору, честно, я смотрю больше в основном Россию-24, Россию-1. Иногда посматриваю новости у коллег, там, на РЕН-ТВ. Больше, наверное, именно для того, чтобы посмотреть, как они делают, что-то, может быть, новое. Журналистика, она меняется постоянно, и формат, соответственно, тоже. Потому что те сюжеты, которые мы делали, допустим, 10 лет назад, очень сильно отличаются от тех, что мы делаем сейчас. Приемы остались вроде бы все те же, но немножко там и уплотнился видеоряд, и как-то побольше нужно каких-то сделать вставок, побольше интервью, побольше мнений. Если раньше было немножко не так. НВК, конечно, куда же без вас. Тоже обязательно посматриваю. Тоже не скажу, что регулярно, но периодически прям попадаю, и, в принципе, все хорошо. Мне нравится, по крайней мере, что именно разница форматов именно у вас. То есть я смотрю и новостные, и тематические какие-то передачи. Это у меня мама, родители прямо с удовольствием смотрят. Чего не хватает современного телевидения, на твой взгляд? Скорости передачи информации. Потому что у нас сейчас, как только что-то происходит, буквально через 5 минут это уже в WhatsApp и разбрасывается просто. А у нас, если брать какие-то каналы, то именно ТВ, то они порой бывает, что новости конкретно в 2 часа, в 3 часа, в 5 часов, в 10 часов. Естественно, к тому времени, пока люди дождутся этого выпуска, они все уже прочитают в сетях. Поэтому, мне кажется, именно в этом плане нужно развиваться телевидению, еще больше оперативности. Хочется больше каких-то прямых включений, что ли, как-то . Слушай, еще я заметила, что когда мы говорили о журналистике, ты упомянул телевидение, сайты и так далее, но ни про одну газету не сказал. К сожалению, да, газеты действительно я в последнее время как-то уже и не читаешь. Честно признаюсь, не читаю. Потому что сейчас, если читать, если именно физически брать что-то в руки читать, то это, скорее всего, будет книга. А успеваешь книги читать? На ходу не так много, как хотелось бы. Если раньше я очень много читал и прямо запоем, то сейчас больше во-первых, мир изменился. Очень много информации, как раз текстовой, визуальной. Постоянно читаешь, постоянно что-то, мы же постоянно сидим в телефонах. И это очень текстовая информация, и поэтому уже к вечеру думаешь, Но
все-таки я стараюсь находить в себе силы, что-нибудь почитать именно из художественной литературы, потому что Что последнее читал? Кис «Цветы» для Элджернона, Дэниел Кис. Вот мне супруга посоветовала прочитать эту книгу, и я прям с удовольствием прочитал. Но сейчас вот читаю журналистскую работу, называется «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Вот. Но там его главная тема была алкоголь, производство алкоголя и все, что с ним связано. И вот он, отработав довольно-таки большой промежуток времени, решил написать вот эту историю и как раз через известные бренды водки передать дух того времени. Ну, интересно получается, как раз сейчас там про Ельцина идет. Ну, я остановился. А можешь назвать там 3 или 5 книг, которые на тебя повлияли? В любом случае, это «Волшебник изумрудного города». Вот. Это прямо вот в детстве прям на меня какое-то такое было удивительное впечатление. Я вообще долго потом поверить не мог, что это написал Лайман Френбаум, оригинал, а Волков просто адаптировал для советских детей. Потом «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргариту» я перечитываю постоянно, вот прям регулярно, я раз в несколько лет перечитываю, каждый раз открываю для себя что-то новое, но до сих пор понимаю, что еще не совсем до конца раскрыл эту книгу для себя. Вот. Потом, наверное, собрание сочинений Есенина. Прям по его поэзии почему-то как-то так пронзило меня. Ну, может быть, по возрасту с ним совпали как раз тогда и в каких-то мировоззрениях, именно в какой-то любви к родине. Но это вот, скажем, топ-3, наверное, то, что на меня произвело такое впечатление. Ну, что еще? Наизусть Есенина любимое что-нибудь можешь? Хотя бы через стиши вычитать? Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоко падать в чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которую исповедует хулиган. Я нарочно иду нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.